Китайский режим, который не перестает обманывать исламский мир и использовать его в качестве инструмента для своей лживой пропаганды, пригласил группу исламских организаций в Гонконге посетить Восточный Туркестан в период с 14 по 20 августа. Согласно сообщению китайского агентства «Синьцзянская газета», Пекин организовал делегацию гонконгских исламских организаций из 20 человек в турне по Восточному Туркестану, показав им заранее подготовленные места, так называемые центры профессионального обучения, искусственные промышленные города, некоторые мечети, которые открыты для туристических целей в Урумчи, Кашгаре, Аксу и других районах. Впервые начались автомобильные перевозки между Китаем и Пакистаном. Первые 5 грузовиков, груженные продуктами рабского труда, такими как грецкие орехи, стальные трубы и текстиль, отправились из Кашгара в Пакистан. Транспортные средства, отправляющиеся из Восточного Туркестана в Пакистан, перевозят продукты рабского труда. Это первый грузовой транспорт между Китаем и Пакистаном. Уверенность инвесторов в способности Пекина восстановить динамику экономики ослабла. Китайские акции упали до 9-месячного минимума, а юань потерял в цене. Усилия чиновников по стимулированию спроса не смогли воодушевить инвесторов, которые потеряли уверенность в способности Пекина восстановить импульс экономики. Китайские акции упали до 9-месячного минимума в понедельник, 21 августа, а юань потерял в цене. Согласно исследованию, проведенному в США, 2 миллиона человек могли умереть в течение 2 месяцев после резкого отказа Китая от политики нулевого ковид во время пандемии COVID-19. Исследование, проведенное онкологическим центром Фреда Хатчинсона в Сиэтле, было основано на данных о смертности и данных интернет-поиска, опубликованных некоторыми университетами Китая. China National Nuclear Corp, китайская государственная компания, известная как CNNC, представила предложение о строительстве атомной электростанции в восточном регионе Саудовской Аравии, недалеко от границы Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Wall Street Journal. Ранее Саудовская Аравия обратилась к США с просьбой о сотрудничестве в создании гражданской ядерной программы на своей территории в рамках возможной сделки по нормализации отношений с Израилем. Япония инвестирует миллиарды долларов в свою оборонную программу в ответ на растущее военное присутствие Китая в Восточно-Китайском море, сообщает «Голос Америки». Но японское правительство изо всех сил пытается убедить самых известных технологических и промышленных гигантов страны производить больше оружия в дополнение к производству потребительских товаров. Гражданин Китая, разыскиваемый в Кыргызстане за финансовые махинации, задержан в аэропорту Алматы в Казахстане. Согласно заявлению МВД Кыргызстана, 23 августа 2023 года гражданин Китая 1978 года рождения был задержан в аэропорту Алматы по запросу Кыргызского бюро Интерпола.